Нам нужно учиться жить в новых реалиях. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как МВФ предупредил о риске геополитического расщепления мира. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого актуального. Международный валютный фонд наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками отнес к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникшие в результате российско-украинского конфликта. Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия в Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различными технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами, говорится в докладе фонда. При этом на данный момент МВФ не видит существенных признаков решоринга, возвращения производства на родину из стран с более низкими издержками или торговой деглобацией. По оценке аналитиков фонда, сегодня мировая торговля более устойчивая, чем ожидалось в начале пандемии COVID-19. Однако, если тенденция геополитической фрагментации усилится, это может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с изменением климата. В дальнейшем такая разобщенность также может привести к тому, что текущий продовольственный кризис станет нормой, предупреждает МВФ. А как вы относитесь к такому прогнозу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На фоне таких беспрецедентных шоков, предложений и разрушения глобальных цепочек поставок, процессов решоринга, растет вероятность деглобации мировой экономики или ее регионализации. Это может привести к образованию мультиполярной системы регулирования в мировой экономике, прогнозирует заместитель директора Института Центр развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его оценке, образующаяся сейчас глобальная мультиполярная социально-экономическая система по определению может быть гораздо более нестабильной, чем биополярная, или сменившая ее однополярная, когда доминировал только США. С учетом того, что мир едва ли будет жить в бесконфликтном состоянии в ближайшие годы, эксперты выделяют 4 сценария развития мировой экономики, включая тот, который предполагает разделение стран на блоки. Экономический регионализм в мир, в котором возникают 2-3 крупных блока, отличающихся относительно замкнутыми торговыми потоками и финансовой политикой. Или же модифицированный западный центризм, сохранение статус-кво, высококоординированный и финансово однородный мир. Фрагментированный протекционизм или война всех против всех. Мир, характеризующийся разделением, конфликтами, валютным контролем, временными союзами. И, наконец, самый оптимистичный сценарий – это выстраивание заново сбалансированных международных отношений и оформление их в новую систему экономического регулирования, преодолевшую недостатки однополярного или двуполярного мира. Риск разделения мировой экономики на геополитические блоки преувеличен, считает научный сотрудник Института исследований иностранной политики в Филадельфии Максимилиан Хесс. По существу, Китай заинтересован только в торговле с Россией, где видит для себя выгодные сделки и возможность быстрого заработка. А поскольку санкционный режим против России приобретает глобальный характер, и китайские компании вынуждены считаться западными санкциями, то это толкает Россию к объединению на геополитической почве с такими странами, как Сирия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Венесуэла и Иран, сказал эксперт. Если это и можно назвать новым геополитическим блоком, то он слишком маленький. Технологические стандарты в нем будут гораздо более низкие, трансграничные платежные системы менее эффективны, а возможности использования альтернативных резервных валют для России весьма ограничены, полагает Хесс. А как вы думаете, что станет с миром после войны Украины и России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.